Вот, моя первая куколка. Ее зовут Салампи. Но она мне дорога, потому что она первая. От этой маленькой куклы до персональной выставки. Наталья Михайлова к этому шла долго. У каждой куклы своя история, характер и особенности создания. Сейчас Наталья живет в Санкт-Петербурге, но даже там главный источник ее вдохновения – чувашская народная культура. Я люблю, когда много ручной работы. Мне кажется, такие работы, они более душевные, более сердечные. На родине все вдохновляет. Здесь это то, что вот народная культура, она же питает. Это же любовь. Это то, что в моем сердце, независимо от количества километров, насколько далеко я нахожусь от Чебоксар, от Чувашии. Более 100 работ. На выставке не только продуманные до мелочей куклы. Костюмы, сшитые вручную, полотна с ювелирной вышивкой, роспись утвари, плетение и многое другое, что делает своими руками мастерица. Это такое возрождение чувашской вышивки кески. Это они как бы ожили второй раз. Вот. Это очень приятно за этим наблюдать. В каждой работе множество мелких деталей, за каждый кропотливый труд. Их хочется подолгу разглядывать. И чем больше смотришь, тем больше понимаешь, сколько сил вложено в каждый стежок вышивки и завиток узора на кувшине. У нее работы резко отличаются от других мастеров, потому что она, наверное, живет в другом большом городе, потому что там много разных впечатлений. Я, конечно, восхищена, потому что я первый раз увидела ее работу в таком объеме, и мы очень рады, что у нас появился такой вот мастер, разнообразный, интересный, и мы будем, конечно, надеяться, что она в ближайшие годы сделает еще много интересных работ и порадует нас. Помимо творческих работ автора, здесь представлена коллекция головных уборов, одежды и украшений разных времен, которые Наталья собирала по деревням нашей республики. Здесь любой желающий может погрузиться не только в культуру Чувашии, но и в ее историю. Анна Центовская, Павел Ракитин, Республика.